В этнокомплексе «Сарабу» состоялась встреча с интереснейшим человеком, этнографом, исследователем, коллекционером, владельцем дома-музея Дервиш-Эве и настоящим патриотом своего народа Рустемом Дервишем. Рустем Дервиш сменил много профессий, прежде чем пришло время полностью посвятить себя любимому делу. А до этого он много лет посвятил изучению быта крымских татар, приемов, технологий, инструментов старых мастеров-медников, чтобы до мельчайших тонкостей не только копировать древние артефакты, но и создавать новые произведения декоративно-прикладного искусства. Уточка на крышке саана – форма чагырык, с помощью которого наши бабушки обрезали края чебуреков. Узор на сини, подносе, который заменял нашим предкам стол. Все это пришло из многовековой традиции, чтобы воплотиться сегодня в медной посуде мастера. Поэтому в джезве, сделанных талантливыми руками Рустембея, получается особенный крымско-татарский кофе. Наши джезве вот этой формы, которую я делаю, это наша крымская форма, это значит... Только в Крыму такая форма. Вот в таком джезве, в джезве такой формы готовится кофе. Ну, мы по определенной технологии его готовим, если серьезно относимся к этому напитку. И он получается очень вкусный благодаря этой форме и качеству материала, из которого он сделан. Гостям, собравшимся в этнокомплексе «Сарабус», Рустем Дервиш рассказал об истории создания Дервиш-Эве, который занимает особое место в биографии мастера. Это не просто этнографический дом-музей и любимое место всех гостей Бахчисарая. Дервиш-Эве давно стал и кинематографической площадкой. Но понадобилось много лет и усилий, чтобы наполнить его настоящим крымско-татарским духом. Это попытка восстановить мир, который мы потеряли. Пока не внесли килимы из шерсти, пока не побелили звездкой, пока не сделали шкафы стены из доски сам, не получилось ничего. Тут появляется вот этот запах, который нужный и правильный даже запах. И многие люди заходили и говорили, как у Биташки, как у Хартанашки дома пахнет. Во время встречи Рустем Дервиш часто говорил о том, что поставил перед собой цель восстановить то, что мы потеряли. И, судя по оценке специалистов, ему это удается. Абсолютное большинство, так называемой возрожденной древней культуры, о каком бы народе речь ни шла, даже на Гавайях эта проблема есть, это на самом деле не аутентика, а это, в лучшем случае сказать, преломление каких-то старых элементов в сознании, в творчестве современных художников. Те вещи, которые производит Рустем Ага, они имеют свои аналоги ближайшие не на сувенирных лотках, а в экспозициях Ханского дворца. То есть та обстановка, которую он создал у себя в комнатах Дервиш-Эви, эта обстановка, она похожа там не на рестораны в восточном стиле, каких масса, а она похожа именно на фотографии тех старинных крымско-татарских жилищ, которые каким-то чудом до наших дней дошли. Он не просто хранитель, он еще, я так вот скажу даже такое, веское слово, и учитель. Живое общение с мастером никого не оставило равнодушным. Гости встречи активно участвовали в беседе, делились своим мнением, дискутировали, задавали важные и интересные вопросы. Я вообще очень люблю такие мероприятия, потому что наше поколение, наш возраст больше узнают о своих традициях, о своем народе, о том, что было до этого, что будет дальше. Такие встречи очень полезны для нашего народа, потому что мы узнаем очень много нового и интересного для народа. Мы рады, что есть такие мероприятия, где можно пообщаться, поделиться опытом, какими-то новыми достижениями. И это вдохновляет на творение дальнейших новых работ и улучшает работу, ритм, как-то. Главное, что есть люди, ради которых можно создавать такие мероприятия. И сегодня для нашего народа, наверное, самое ценное – иметь таких людей и стремиться к ним. Рустем Ага – это поистине уникальный человек. Это находка и подарок для нашего народа. Я очень хочу, чтобы таких людей было как можно больше, чтобы человек не думал только о заработке, а думал, чтобы этот заработок был связан с нашей культурой. И это касается не только меди, это касается и вышивки, и качества, и керамики, всего народного. Тогда и мастера смогут свободно работать и процветать. Наш народ будет процветать, люди будут больше ценить это. И для самого Рустема Дервиш встреча оказалась и интересной, и полезной.
Ты когда человека видишь на сцене, или в мастерской, или его картину, или там еще не знаю что, продукт, да, это одно. А когда ты общаешься с живым человеком, это же очень интересно. Он, оказывается, может быть другой. Он такой же, как и мы. Кофе любит, например. Это же интересно. Так случилось, что именно в этот день Рустем Дервиш отмечал свой день рождения. Поэтому окончание встречи с мастером наполнилось атмосферой настоящего семейного праздника. Вам удалось найти сокровище. При этом не для себя лично. Вы это нашли сокровище, которое принадлежало нашему прекрасному народу. И вы не просто его нашли. Вы теперь делитесь этим сокровищем со всем миром. Это самая главная задача, мне кажется, которую человек может перед собой поставить. Спасибо вам за его возвращение нам. Конечно, ваш вклад, Рустем Ага, в развитие нашей культуры, в воссоздание нашей истории, да, он просто бесценен. И самое главное, что вот создание вашего великолепного музея, эти необыкновенные просто медные изделия, самое главное, что они пропитаны любовью к своему народу, к своей родине. Мы вас очень любим. Хайырлы яшлар olsun. Yıllar geçsin, yıllar geçsin, yüzün el daim kurusun. Yıllar geçsin, yıllar geçsin, yüzün el daim kurusun.